Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какой будет ваша история любви? Понятно, что отсыпочка это общая, но если вы зашли на это видео, значит здесь обязательно будет информация для вас. Если тема интересна, настраивайтесь, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Так и спросите, какой будет моя история любви. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками. Пусть откроют нам то, что скрыто, и то, о чем мы так желаем узнать. Ух ты! Смотрите, мои дорогие, вам быть в паре, вот кто зашел на эту отсыпку, точно знаете, да, сделаю вам такой маленький спойлер, вам быть в паре и вам быть счастливой. Но путь к этому счастью будет достаточно непростым, вот вообще непростым, от слова в принципе, да, вот понимаете, о чем я говорю. Смотрите, ваш мужчина, с кем вы будете писать вашу историю любви, я не могу понять, то ли он не свободный будет, то ли у него какая-то семья будет, либо какие-то дела будут. Его, значит, однозначно кто-то, либо что-то будет постоянно отвлекать от вас, от вашей любви, от ваших отношений. А вы будете из-за этого постоянно нервничать, раздражаться, ревновать, переживать и себя накручивать. Если вы, мои дорогие, изначально, да, вот я вас сейчас предупреждаю, я вам об этом говорю, если вы сможете, хотя я думаю, что навряд ли, да, потому что когда любишь, хочется, чтобы человек с тобой был постоянно и, ну, как бы, чтобы внимание этого человека было 100% сфокусировано на вас. Да? Ну, это нормально, это логично, все так. Но ваш мужчина, он не сможет. То есть он бы очень хотел, но он не сможет. Он постоянно будет отвлекаться либо на работу, либо на семью, если она у него в этот момент будет, либо, может быть, там родительский дом. То есть постоянно вот какая-то у него, ну, как двойная жизнь, да, он и с вами, и там, он и с вами, и там. Я вижу, что вам постоянно будет казаться, что мужчина этот не ваш, что постоянно будет такое желание, да, все ему высказать, закончить, оборвать, уйти, поставить крест, да, на этих отношениях. Но каждый раз его добрая улыбка, его ясные глаза будут делать с вами нечто невообразимое. Вы будете прощать ему все, вот все, что бы он там ни сделал, как бы он ни поступил, вы будете ему прощать за вот этот светлый взгляд, за эту милую добрую улыбку, за его нежные прикосновения. То есть этот человек будет на вас воздействовать и воздействовать каким-то невообразимым образом. То есть какой-то невероятный магнетизм будет исходить из этого человека. Человек, сразу скажу, он непростой человек, сложный жизненный путь, очень много препятствий на жизненном пути. Этот человек много всего повидал, много с чем столкнулся, но вот эти все трудности, которые выпали на его жизненный путь, его закалили, сделали его более каким-то уверенным в себе, устойчивым, менее восприимчивым. И знаете, человек по натуре не борец, но он борцом стал. Ну вот как в процессе, да, по необходимости он таким стал. Да, достаточно закрытая личность, не всегда он в проявлениях там добрый, мягкий. Нет, это только лишь с теми, кто в его душе, кто в его сердце. Может быть, многие люди знают его там годами, но никогда не видели, чтобы он там с лаской на кого-то посмотрел, да, либо ну, как-то там, может быть, с какой-то особой улыбочкой. Вот, он улыбается только тем, кого по-настоящему любит и кому искренне доверяет. Вам он будет доверять больше, чем себе.
Вот он увидит вашу светлую душу, он увидит, что вы человек, в котором нет ни капли лжи, ни каких-то там, может быть, изъянов, да, с этим связанным. То есть вам он доверится целиком и полностью. Расскажет вам о своих каких-то потайных секретиках, страхах, да, и о том, что его, например, гложет. Девочки, вы будете не только ему женой, но и будете еще и самым близким другом, а возможно даже и психологом его, понимаете, советчиком, слушателем, жилеточкой, да, как хотите, так и называйте. Смотрите, что я вам скажу. У вас будет несколько витков с этим человеком, потому что вот центрально у нас, видите, рисунок, здесь люди друг от друга отвернулись. То есть будут моменты, когда вы будете расходиться. Но эти моменты, их будет несколько, может быть 2, может быть 3, но они как-то быстро будут проходить, да, вроде как вы с ним там поссорились, все, расходимся, разводимся, разбегаемся, проходит там несколько часов, либо несколько дней, вы понимаете, что тоска невероятная, хоть на стенку лезь. И он то же самое будет чувствовать. Вы друг друга, кстати, очень сильная эмпатия между вами будет, вы друг друга будете чувствовать, и вы, знаете, вот там через несколько часов либо дней уже будете друг к другу бежать навстречу с распростертыми объятиями, потому что будете понимать, что это все ерунда, ваши споры и ссоры. Самое главное — это почувствовать тепло друг друга и чтобы сердца бились в унисон. Вот такая ситуация. Смотрите, я вижу, что с вашей стороны будут какие-то люди против. Если у вас есть ребеночек, вот однозначно будет ревновать, потому что вот он, детка, вышел, который будет тянуть вас за руку в свою сторону. Девочки, ну тут, конечно, ваша задача объяснить ребенку, да, если вот есть ребенок, дети, да, что мамочка ваша никуда не девается, просто мамочка создает семью, да, мамочка тоже хочет быть любимой и счастливой. Это не значит, что детишки вас будут там меньше любить. Это значит, что у вас появится не только, например, отец, да, но и хороший там добрый друг вам будет, да. Вот вы должны побольше говорить со своими детьми. Кстати, может быть сопротивление со стороны родителей, особенно вот если ваши родители достаточно ревнивые, они будут видеть вашу любовь, они будут видеть, как сияют ваши глаза. И да, даже у самых хороших и добрых родителей тоже бывает ревность, вот родительская вот эта ревность. То есть с вашей стороны вас от этого мужчины оттаскивать будут. Может быть, даже какие-то слова будут говорить, может быть, даже какие-то действия будут совершать. Но вам придется взять на себя ответственность за то, чтобы не обидеть никого, да, и примирить всех участников. Что касается мужчины, то у мужчины немножечко другая ситуация. То есть если у него на момент вашей встречи будет семья, там будет достаточно сложный развод, может быть, там любви никакой нет и отношений в принципе никаких нет, но там есть очень такой большой шкурный интерес, денежный, да, то есть деньги правят миром. И там, ну, понимаете, он же тоже у вас не дурачок, да, он очень тяжело и много работал, я уже говорила, да, его жизнь была сложной, невероятно сложной, всего добился сам, никто нигде не помогал, он как проклятый, понимаете, работал и надрывал даже, может быть, в каком-то моменте себе здоровье. Вот почему он должен все нажитое имущество, да, там, либо все денежки там отдавать. Конечно, он не жадный, конечно, он все понимает, он человек честный, понимаете, справедливый. Он не оставит эту свою семью там побираться, ходить. А то, чего будет требовать, например, его там женщина, шантажируя, например, там, детьми, либо, там, не знаю, чем она может его шантажировать, вот это будет просто, ну, это неприлично, и так не должно быть. Может быть, она будет ему за что-то мстить, может, знаете, такое всякое может быть, не будем там ковырять, это не тема. Вот, развод будет очень сложный, возможно, даже будет длиться несколько лет, вот сразу, да, вам говорю. Если родители против, то, ну, девочки, то же самое, вот что вам придется испытать, да, то и ему придется испытать. Будут попытки, конечно, и наладить связь, и общение, будет там какой-нибудь, да, там встречи какие-то, не совсем там вам, например, приятные, примирительные. Но если вы хотите поскорее это все уладить, значит, подыграйте, либо, ну, поступайте так, как хотите, чтобы поступали с вами. Вот так я вам скажу.
Если вас будет разделять его работа, ну, девочки, тут ничего не поделаешь. Здесь только время, да, нужно будет ждать, покорно ждать, пока там мужчина пойдет, разберется со всеми делами, все порешает. Работа для него — это вторая жизнь. То есть он достаточно работящий человек и такой, знаете, вот если у него есть какая-то цель, его не остановить. Он не успокоится, пока он все не доделает до логического завершения. Дальше, что я вижу? Вы разные. Вы вообще разные по темпераменту, по характеру, по восприятию информации вы очень разные. По передаче информации вы очень разные. Вообще, когда два полюса, южный и северный, как же вы встретитесь? А вас судьба притянет, вы друг другу по судьбе, а вам от этой судьбы не уйти. Понимаете, встреча будет какая-то у вас, либо, кстати, уже у кого-то произошла, я просто чувствую, кто-то уже в отношениях с этим человеком, как не знаю, как лотерея какая-то, да, то есть вы, думая о том, что произошло, вы просто в шоке, да, как так, да, может быть, я вообще бы там мимо прошла, мимо этого сообщения, либо мимо там какого-то разговора, либо какой-то встречи, то не пошла бы в то место, либо там не зашла на ту страничку, не зарегистрировалась. Вот какая-то спонтанная встреча, которая, в принципе, могло быть и не быть. То есть, когда вы об этом думаете, там, либо будете в будущем думать, да, волосенки будут шевелиться от страха, да, что могли бы эти отношения мимо пройти. Я вам хочу сказать такую вещь. Они бы никогда не прошли мимо. Либо так, либо по-другому вы бы с этим человеком встретились. Вы повязаны с этим человеком раз и навсегда. Еще в момент вашего появления вы уже были повязаны с этим человеком. Кстати, человек по возрасту чуть постарше, чем вы. Может быть, но я так скажу, здесь либо ментальный возраст, да, либо физически, да, но вот мужчина более как бы постарше, что ли, выглядит. Может быть, потому что он более какой-то опытный, прожженный, что ли, там в жизни очень многое повидал. Смотрите, девочки, вот абсолютно разные люди. Все будут удивляться, как такие абсолютно разные люди смогли договориться, смогли пойти в отношения, вообще, что их вместе держит. И никому не будет понятно, что это любовь, настоящая, чистая, искренняя, что это судьба, которая повязала вас. Это Создатель. Да, вот две половиночки вас создали как две половиночки, да, одного целого. Это очень непростые и интересные отношения. Смотрите, что я еще у вас в будущем вижу. Вот этот путь к браку, он достаточно, такой скользкий у вас будет, да, будете какие-то моменты такие с ним обсуждать скользкие, может быть, вы будете решать, где вы будете жить. Здесь могут быть противоречия. Мужчина может жить в другом городе, либо в другой стране, либо вы, да, и он вас будет пытаться к себе перетянуть. Но у вас тоже ведь своя жизнь есть, и вам сложно будет решиться. Кстати, еще может быть момент, что вы по-разному видите жизнь, да, может быть, вы привыкли, любите жить в квартирах, а он, желает жить там, не знаю, в частном доме где-нибудь там на природе, да, вот далеко от шумного сити, а вы, наоборот, хотите жить в мегаполисе, там, где все доступно, все рядом, тем более, если у вас там детишки есть, понятно, что там школа, больницы и прочее. То есть здесь очень непросто будет, и вы будете просто пытаться, да, вот такие вот сложные моменты проходить и не столкнуться с друг другом. Вам будет очень интересно, невероятно интересно, и мужчине будет тоже интересно. Вы знаете, такой странный симбиоз. С одной стороны, попытка отстоять свое, а с другой стороны, не обидеть партнера, да, и не сделать больно своему партнеру. В какие-то моменты вы будете очень четко чувствовать его любовь. Кстати, мужчина очень чувственный, невероятно чувственный. Он очень любит обнимашки, он очень любит целовашки, он очень любит, только наедине, девчонки, сразу хочу предупредить, наедине. На паблике, в публичных местах он никогда не будет показывать свои чувства. И даже если вы там захотите его за руку, под руку взять, скорее всего, он скажет, что это там неприлично, не надо и прочее, прочее. Но дома, я вам говорю, зацелуют просто там, каждый миллиметрик вашей кожи зацелуют. Такой вот он нежненький. Но почему-то стесняется на людях проявлять вот свои чувства и эмоции. Это простительно, девочки. Будете идти рядом, понимать, что сейчас мы домой вернемся и все будет. Да? Ничего, потерплю.
Так, и еще момент, с чем придется вам столкнуться. Ну, мужчина, я уже говорила, да, очень импозантный, очень привлекательный. И, ну, женщины будут на него смотреть, девочки. А те, кто посмелее, даже будут пытаться навязаться. Что я хочу сказать по поводу мужчины? Он однолюб. Понимаете, он однолюб, если он вас выбрал, если он с вами, будьте уверены, как бы сильно там что у него не опухло, он никогда не пойдет на измену. Никогда, в принципе, не пойдет. Для него это, я не знаю, какой-то смертный грех, понимаете, в прямом смысле этого слова. Вот, поэтому вы можете быть спокойны и понимать, что ваш мужчина в этом плане все, гарантия, да, никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. То, что другие женщины будут там пытаться, ну это их проблемы, понимаете, ну, не заклеишь же всем глаза, да. То есть там могут быть моменты. Так, по поводу вашей жизни. Ну, вы жить будете долгую жизнь, вместе долгую жизнь. И жизнь достаточно обеспеченную. Во-первых, мужчина будет очень хорошо зарабатывать, и с вами денежка обязательно делиться. Плюс он еще и вас будет развивать в каком-то направлении. То есть благодаря его, может быть, каким-то подсказкам, советам, либо его вложениям, у вас тоже какое-то дело в руках появится. Причем достаточно прибыльное, девочки. Это очень хорошая история любви. Я искренне желаю, чтобы поскорее это все с вами случилось и произошло, а с теми, с кем уже происходит, скорейшего вам счастливого брака, мои дорогие. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.